Ко Дню защиты детей алмазная компания «Алроса» и Целевой фонд будущих поколений провели для учащихся школ республики онлайн-турнир по шахматам. Напомним, «Алроса» уделяет большое внимание развитию социальной сферы на территории республики. Традиционно это не только формирование бюджета Якутии за счет налогов и дивидендов, но и по 10 миллиардов прямых отчислений на социальные проекты по Якутии. Так, ежегодно компания реализует 500 социальных проектов. Одно из основных направлений социальных инвестиций компании «Алроса» – поддержка целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия, благодаря которому сегодня юные шахматисты объединились в шахматном онлайн-турнире. Сюжет Дмитрия Тымырова. Онлайн-турнир длился 1,5 часа. Соревнования прошли на сайте lichess.org в формате арена по 3 возрастным группам. И собрала в этот раз рекордное количество участников. В нем приняло участие 185 участников из 19 муниципальных образований. И очень отрадно то, что с каждым годом количество участников увеличивается, и количество муниципальных образований участников тоже увеличивается. Например, если в этом году 185 участников, мы в прошлом году тоже в связи с ограничениями провели соревнования онлайн-режиме, это на сайте Lichess. Тогда в прошлом году было участников 113 из 13 муниципальных образований. Главной судьей мероприятия выступил тренер-педагог шахматного клуба «Комбинация» Руслан Пахомов. Как он сообщил, этот вид интеллектуального спорта за последние годы стал более востребованным среди школьников. Число ребят, которые сегодня занимаются шахматом, выросло в разы. Шахматы до сих пор запись идет. После последнего фильма «Ход королевы», да? Поступает у нас очень много заявок, и современные родители приводят детей, особенно младших школьных возрастов и детсадовцев. Действительно, в этом году большинство участников были именно дети младшего школьного возраста. Так, юная шахматистка София заняла в этом турнире первое место. Люблю шахматы, потому что там нужно думать. Я 4 раз победителем была, или 5 раз. Какие у тебя планы на будущее? Побеждать всех. По словам родителей, юных дарований, этот вид интеллектуального спорта не только учит детей дисциплине и усидчивости, но и развивает логическое мышление. Поэтому на шахматы они с большим удовольствием отдают своих детей. Первые шаги мы делали с 3 лет, 4 года. Она только азы узнавала, и с 5-6 лет уже как-то серьезно взялась. Игра пошла у нее, ей понравилось. Но у нее как это спорт, она как спортивный человек у меня. Любит побеждать. Победители и призеры сегодняшнего шахматного турнира были награждены спортивными инвентарями и интеллектуальными настольными играми. Напомним, такие мероприятия для юных якутян поддерживаются главной алмазной компанией региона «Алроса». Акционерная компания не только участвует в формировании бюджета Якутии за счет налогов и дивидендов, но и направляет по 10 миллиардов рублей прямых отчислений на такие социальные проекты. Сегодня Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия и акционерная компания «Алроса» заинтересованы в поддержке талантливой молодежи Якутии. Они не только проводят различные творческие конкурсы, но и поддерживают ребят, которые представляют честь Якутии на международных и всероссийских конкурсах. И вот это мероприятие для детей Якутии в День их защиты тоже было организовано из этих средств акционерной компании «Алроса». Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.